Дорогие отцы, братья и сестры, я нахожусь сейчас в Иерусалиме, на гробе Господнем, в храме гроба Господня. Приехал сюда по срочной необходимости, после того, как со всех уголков и России, Украины, Белоруссии, а также из других мест по интернету стали приходить и звонки, и по интернету стали приходить письма с вопросами и с недоумениями православных наших людей о том, что патриарх Ириней, который находится в заключении фактически уже 10 лет, в этом году 10 лет, что он якобы экуменист, что он во Всемирный Совет Церквей повторно ввел Иерусалимский патриархат. То есть вот эти нелепости, это ложь, которые активно стали распространять, в том числе и те люди и организации, которые были некоторое время даже очень близки патриарху. В связи с этим пришлось срочно выехать в Иерусалим для того, чтобы снять ответы патриарха на все эти обвинения, на все эти вопросы. Потому что, когда идет обвинение в личных грехах, то он гордец, блудник, то наши и святые отцы, они говорили: да, я такой. Но когда говорили, что ты еретик, святые отцы всегда говорили: нет, я не еретик. И поэтому и патриарх Ириней, следуя, как говорится, святым отцам, естественно, он также готов и сказал уже о том, что он не экуменист, что он не вводил во Всемирный Совет Церквей Иерусалимский патриархат. Это сделал заговорщик, так называемый патриарх Иерусалимский Феофил, который фактически провел спецоперацию под руководством масонских, так скажем, лидеров, и который просто насильно и беззаконно сместил его с патриаршего престола. Задача сейчас экуменистов, прежде всего, как мы это видим, то есть обвинить его в экуменизме, обвинить его и сказать, что он такой же, как и все экуменисты сегодня, патриархи, фактически все экуменисты, которые готовят 8-й Вселенский собор в 2016 году, и не дать ему возможности оправдаться. Для чего? Практически не возникает сомнений в том, что его готовится ликвидировать просто физически. То ли естественную смерть подстроить, то ли еще каким-то образом. Но он сейчас очень опасен и даже страшен для всех этих промасоненных, для всех этих экуменических, для всех этих модернистских лидеров, в том числе и религиозных. В связи с этим мы сделали все, что могли. Те, конечно, люди, которые любят патриарха, которые уважают, которые его знают, прекрасно и без этой видеозаписи знали, что он всегда был противником экуменизма. Вся эта ложь должна быть отвергнута православными людьми. Нужно усилить молитвы, нужно оказывать патриарху всяческую помощь. Без этого вселенское православие просто обречено. Даже Бахкила Ашхаз, Алза Μάχων. Ο Θεός να ευλογεί όλους και η χάρις του Παναγίου Τάφου να ενισχύει όλους τους ανά την οικουμένη ανθρώπους και τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Διάγγελμα, η μετριώτης ημών απευθύνεται προς το ημέτερον ποίμνιον και προς άπαν το χριστεπώνυμον πλήρωμα της ανά την οικουμένη Ορθοδοξίαν, τους αδελφούς ημών προκαθημένους των Ορθοδόξων Εκκλησιών, τους εν Χριστώ αδελφούς ημών και τους Αγιοταφήτας Πατέρας, βασιζόμενος εις το ότι η βιαία ημών εκθρόνησης και απομάκρυνσης εκ του θρόνου του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων το 2005 συνέβη αντικανονικό μεν ο μόνος εν ισχύει και αληθεία νόμιμος Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Καθώς την ημετέραν μετριότητα κατηγορούν διαίρεση το γενικώς γνωστόν εν τη Εκκλησία γεγονός. Όσιος αγάθων εδέχθη ηρέμος απάσαστας προσβολάς, αλεότε του είπων ότι είναι αιρετικός αντί πελέγων. Εκείνας μεν τας προσβολάς εδέχθην, διότι είναι όφελος εις την ψυχήν μου. Το δε αιρετικός είναι χωρισμός από του Θεού και δια τούτο δεν το εδέχθην. Ούτως έπρωτον οι Άγιοι Πατέρες ημών, ούτω διδάσκει μας πράτην η μήτηρ ημών Εκκλησία. Όθεν, θεωρούμεν χρέος ημών να δηλώσουμε τα κάτωθη. Η μετριώτης ημών ουδέποτε ήτο ή είναι αιρετικός ή οικουμενιστής. Ο οικουμενισμός είναι ψηφιδωτών
συντεταγμένων από αιρέσεις και σχίσματα. Ο οικουμενισμός είναι αίρεσης. Είναι η πλήρης συνάθρησης πασών των Ορθοδόξων και διαστροφών της πίστεως, καθώς ο οικουμενισμός συνάγει και ενώνει εις έναν κόλπον πάντας, από τους εν αληθεία εστώτας έως των αιρετικών, προσαρτεί εαυτό τους προπολού εκπεσόντας και διαστραφέντας εν τη πίστη των σχισματικούς και ακόμη αλλοπίστους. Και ταύτα, χωρίς να συζητείται το θέμα της μετανοίας, αλλά πάντες αναγνωρίζονται ως ομότιμοι ενώπιον του Θεού. Πού εις την ασεβή ταύτην παρασυναγωγήν μπορεί να είναι η αλήθεια? Είναι δυνατόν εις το ίδιο δέντρον να μεγαλώνουν καρποί βρώσιμοι και καρποί δηλητηριώδεις, καρποί γλυκείς και καρποί πικροί? Η Οικουμενιστική Εκκλησία δεν είναι ούτε ζώσα ούτε νεκρά, καθώς το εν αυτή ψεύδος σκοτώνει άπασαν την αλήθεια. Η μετριώτης ημών δεν εισήγαγεν εκ δευτέρου το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων εις το Παγκόσμιον Συμβούλιο των Εκκλησιών, το οποίο είναι οικουμενιστική παρασυναγωγή. Συμφωνώ πλήρως και παντίο τρόπο υπεστήριζον και υποστηρίζω την απόφαση του αημνίστου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Διοδόρου, ο οποίος το 1979 εξήγαγε την Εκκλησία των Ιεροσολύμων εκ του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών. Η θεωρία των κλάδων επιβαλωμένη και αναγνωρισμένη υπό του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών είναι αβάσιμος, διότι αποχωριστήσε από την Εκκλησία κοινότητες δεν είναι ζωντανοί κλάδοι, αλλά εξπασθέντες και αποξηρενόμενοι, εάν μη της μένει ενεμή, ευλήθη έξω ως το κλίμα και εξηράνθη και συνάγωσεν αυτά και εις το πυρ βάλους και έτσι. Σταυρός ο φύλαξ πάσης της οικουμένης, σταυρός η ωραιότης Εκκλησίας, σταυρό βασιλιών το κρατέο. За дорогие брат и сын русский православный, я мои сердца благодарю, и Бог, все это люди дорогие. Спасибо. Послание патриарха Иерусалимского Иринея I. Наша мерность обращается к нашей пастве и ко всей христоименитой полноте вселенского православия, к нашим братьям, предстоятелям православных церквей, к нашим во Христе братьям, святогробским отцам. Основываясь на том, что насильственное наше свержение и удаление с престола Иерусалимского патриархата в 2005 году произошло антиканонично и противозаконно, мы заявляем о том, что остаемся единственным в силе и истине патриархом Иерусалимским. В связи с тем, что нашу мерность обвиняют в еретичестве, экуменизме, расколе, считаем необходимым указать на такой общеизвестный в церкви факт. Преподобный Агафон спокойно принял все оскорбления, но когда ему сказали, что он еретик, то он возразил и сказал: «Те оскорбления я принял потому, что это полезно для моей души, а это не принимаю, потому что быть еретиком значит быть отлученным от Бога». Так поступали наши святые отцы, так учит нас поступать и наша Матерь Церковь. А потому считаем своим долгом заявить ниже следующее. Первое. Наша мерность никогда не была и не является еретиком и экуменистом. Экуменизм – мозаика, сложенная из ересей и расколов. Экуменизм – это ересь. Это полное собрание всех ересей и извращений в вере, ибо экуменизм собирает и объединяет в единое лоно всех, от в истине стоящих до еретиков, присоединяет к себе давно отпавших и извратившихся в своей вере раскольников и даже иноверных. При этом вопрос о покаянии не обсуждается, но все они признаются равночестными пред Богом. Где же в этом нечестивом сборище может быть истина? Могут ли на одном древе расти и плоды съедобные, и плоды ядовитые, и плоды сладкие, и плоды горькие? Экуменическая церковь, она не живая, но мертвая, ибо ложь убивает в ней всякую истину. Второе. Наша мерность не вводила повторный Иерусалимский патриархат во Всемирный совет церквей,
который является экуменическим сборищем. Я полностью согласен и всемерно поддерживал и поддерживаю решение преснопамятного патриарха Иерусалимского Диодора, который в 1979 году вывел Иерусалимскую церковь из Всемирного совета церквей. Теория ветвей, насаждаемая и признаваемая во Всемирном совете церквей, несостоятельна, поскольку отделившиеся от церкви сообщества суть не живые ветви, но отломившиеся и иссыхающие. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Третье. В отношении готовящегося к проведению в 2016 году Всеправославного собора. Его святейшество патриарх Константинополя подготавливает вместе с поместными церквями Всеправославный собор для вынесения на него якобы нерешенных вопросов православной церкви. Но, во-первых, большинство вопросов из повестки дня готовящегося с Всеправославного собора уже были решены в православной церкви. Экуменизма, отношение к инославным, о посте, о календаре, о православном крещении, о браке и так далее. Поэтому велика опасность того, что на этом соборе может произойти предательский пересмотр православного богословия и антропологии. А во-вторых, Всесвятейший патриарх Константинополя и предстоятели православных церквей полностью игнорируют факт совершенного в 2005 году вселенского преступления в отношении нас. Или они успокоили свою совесть, думая, что я по своей воле замкнулся, добиваясь и вымаливая место на троне? Константинопольский патриарх, сам, стоя на месте, святе, разжег схизму на святом Сионе, в лоне матери церквей, от которой воссияла истина и свет в мире. Святой Дух соработничает только стоящим в истине православным христианам. Он не может соучаствовать в делах неправедных. Поэтому игнорирование предстоятелями православных церквей неразрешенной проблемы в отношении антиканоничного свержения с престола нашей мерности делает невозможным богодухновенность предстоящего собора. И он в этом случае будет безблагодатным и небогоугодным. Как никогда на данном судьбоносном этапе Богом поставленные и призванные хранить веру предстоятели церквей, епископы, должны занять святоотеческую исповедническую позицию защиты православия от тех, которые им торгуют и вводят его в политику угождения миру сему, лежащему возле. Спастись можно только возвращением к Бога-человеку через всеусердное и всестороннее покаяние и усвоение православной веры святых апостолов, святых отцов, святых вселенских соборов. Отеческое наше сердце не выносит более вида тела Церкви Христовой, кровоточащего по вине преступников и отступников, и призывает, и просит всех членов Сионской Матери Церквей и всего православия, а также всех представителей компетентных органов прийти и поспособствовать со страхом Божьим, верою и любовью восстановлению канонического порядка в нашей патриархии, дабы по исшествии сатаны с ангелами его из стада Христова мы причастились истины вместе с убежденной самим Христом Матерью Церквей во славу веры, во славу народа Бога нашего. Обильно ниспослая наше благословение, ожидаем всяческого киринейского труда, молясь, дабы живодавец Господь осиял всех светом невечернего своего света. Во Святом Граде Иерусалиме 2015 года, июня 20 дня. Ваш пребывающий в заточении патриарх Иерусалимский Ириней I.